писатель, чья судьба полна испытаний и вдохновения. Его путь не был легким. Пережив детство, насыщенное трудностями, он сумел обернуть свои переживания в слова, создавая уникальные истории, которые трогают сердце. Ибрагим Хаидов встречает нас теплой улыбкой и радостью на лице. Его большая семья наполняет дом атмосферой уюта и веселья. С самого порога мы ощущаем теплый прием и гостеприимство. В дом, как правило, приглашаю очень близких для себя людей. Но я не знаю, как вам получилось это уговорить. Ну, постараемся до конца уж, раз изначально была такая вами поставленная задача быть открытыми на максималках, то давайте тогда уж пойдем до конца. Каждый уголок дома отражает личность, увлечение хозяина. В центре холла стоит огромный аквариум, который притягивает взгляд и наполняет пространство своим спокойствием. Вода в нем играет разными оттенками, а рыбки плавают, создавая живую картину. Он делится с нами его уникальностью. Самая любимая часть и трудно ухаживаемая часть, это вот мы сделали аквариум. Здесь почти 900 литров. Это, как я его называю, маленький кусочек озера Малави. Такая, это целая экосистема. Там внутри специальные фильтры, там своя притока, фильтрация, все натуральные камни. Это цихлиды. Самые высокоинтеллектуальные рыбы на сегодняшний день считаются. Есть довольно-таки редкие экземпляры, но мы вот ухаживаем потихоньку. Стены украшены картинами с арабской каллиграфией. Ибрагим с удовольствием рассказывает про их значимость. Он верит, что каллиграфия не только красива, но и несет в себе важные духовные послания. Эти слова вдохновляют и наполняют дом атмосферой спокойствия и умиротворения. Где-то лет, наверное, 5 назад увлекся исламской каллиграфией, начал изучать это направление, плюс познакомился я с каллиграфистами нашей страны, зарубежья. Ну, так сложилась судьба. Я одному каллиграфисту, девочке в сложной жизненной ситуации помог. А потом так оказалось, она стала очень известным художником. И, естественно, меня вела в круг. Вот эти работы, которые здесь вы видите, это первые места, первое, второе, и там вот в кабинете есть третье место, это с 3 года назад я эти картины привез. Это с Казани, в Татарстане проходила международная выставка каллиграфистов. Это коранические тексты уже в самом суре из аятов Корана. Вот. Это, например, Ибрагимия. И мне очень это нравится, это увлекает. И, соответственно, ну, такая вот эмоциональная подпитка. А это картина американского художника, каллиграфиста в стиле Digital Art. Это работы тоже после знакомства с ним он презентовал. И он говорит, он когда узнал, что я построил дом, заехал, и он говорит, вот, хочу сделать тебе подарок. И вот он сделал подарок, и вот мы тоже повесили. Это уголок. В последнее время, ввиду подготовки к ЕГЭ, конечно, мне приходится его делить с мальчиками, потому что ОГЭ, ЕГЭ, мне приходится уступать где-то рабочее место, но это такой самый тихий уголок. Вот. Здесь вот тоже коранический текст, работа каллиграфистов, тоже это с Казанской выставки. Еще одна картина, это картина художника, английской художницы Розит. Вот, она выполнена на очень тонкой бумаге копирки, она пишется каламом. И вот тоже она прислала, она же проживает в Лондоне, очень такая хорошая, талантливый художник, и мир каллиграфии, мне там все больше и больше у нас набирает такие хорошие, занимает позиции. Меня радует, у нас тоже есть
Digital Art, допустим, Исмаил Демельханов очень хорошо работает. Тут у него сейчас прошла буквально на днях, я был на презентации, на открытии выставки «Аллея славы». Я всем рекомендую ее посетить, действительно хорошие, качественные работы. Каждая деталь дома напоминает ему о семье, их традициях и культурных корнях. В биографии начинающего писателя есть поворотные моменты, которые оставили глубокие раны на его сердце. 2 военные чеченские кампании. Ибрагим пережил ужас всех этих событий, множество испытаний, с которыми ему пришлось столкнуться, сформировали в нем стойкость и понимание ценности жизни. Он увидел, как рушатся судьбы людей, и понял, насколько важны мир и спокойствие. Именно этот отрезок его жизни стал отправной точкой его сборника рассказов «Ландыши в Грозном». Я вот ко всему этому не особо был готов. Как сборник я не планировал выпускать. Сборник вышел по настоянию друзей. Потому что все, если вы читали, вы обратили внимание, что очень много построено диалогов. Построено диалогов с людьми, которых уже нету, которым что-то не успел сказать, которым ты сейчас что-то хочешь сказать. А время ушло, этих людей нету. И в целом, когда нужно было привести себя в порядок, нужно было работать над собой, а были моменты, когда ты был довольно-таки разрушен, нужно было себя собрать, когда приходит как бы такая ответственность, да, на тебя, что у тебя семья, что тебе нужно развиваться. И есть такие психологические приемы, как письмо себе, да, или письмо тому человеку, которому ты хотел бы написать. Даже если этого человека нет живых. Мы сейчас не говорим, это не мистика, это только психология. Да? И вот с этого все началось. И как-то товарищ пришел ко мне домой, зашел в кабинет, увидел эту работу, привлекло его внимание, говорит, может быть, ты как-то так же это интересно, завораживает. Ну и мы начали потихоньку, уже с этого началась работа. После презентации, если честно, я рассчитывал, что будут самые близкие, человек там 10, 20, 30. Но когда я увидел полный зал, даже люди на 2-й этаж стали подниматься. Я был, конечно, удивлен, мягко сказать. И благодаря организации друзей помощи в организации, Сациты Исраиловой, была проведена эта презентация. На презентации было благодарственное письмо от Союза писателей, а чуть позже поступило предложение вступления в Союз писателей. Я не стал отказываться. Война меняет людей, оставляет неизгладимый след в душах. Но, несмотря на это, они продолжают искать красоту во всем, делает их более стойкими и человечными. И именно о таких судьбах пишет Ибрагим. А когда ты молод, ты юноша, да, ты девушка, да, ты смотришь на жизнь своими юношескими глазами, ты не обременен какими-то заботами, ответственностью, да. Но когда проходит время, и ты взрослеешь, заводишь семью, у тебя появляются дети, да, у тебя появляется ответственность, ты уже потихоньку начинаешь по-другому смотреть. И я часто это обсуждаю с друзьями. Я говорю, ребята, давайте задумаемся на секунду. Вот нам сейчас многим столько лет, сколько было нашим папам и мамам, когда началась первая чеченская кампания. Многие только расправили крылья, многие только построили дома, купили квартиры, сделали ремонт, купили машину, жить люди начали. Возраст 35-40, ты расправляешь крылья, да? В этот момент до дрожи ты начинаешь понимать, какой ужас пережили твои родители, потому что речь не о спасении чего-то материального, да, и речь идет о спасении жизни детей. И это очень больно, это грустно, и ты понимаешь, какая была сама вся сложность ситуации, да, потому что ты уже несешь эту ответственность, и ты уже прочувствовал это, да. Как многие говорят же,
Вот ничего, вот будут у тебя свои дети, вот тогда ты меня поймешь, да, вот что-то в этом духе. И тут так же приходит это понимание. И, естественно, время, оно расставляет все на свои места. Понимание красоты, ценности, абсолютно, конечно. Конечно, они абсолютно другие. Весна в Грозном уникальна. Все мы знакомы с улицами, наполненными сладким ароматом ландышей. И само собой возникает вопрос, связано ли название ландышей в Грозном с этой порой? Ландыши – это цветок весны. Ну, также ландыши – это цветок надежды. Цветок будущего. В книге есть небольшой отрывок, где я описываю, как в военном Грозном весна пробивается, ландыши, покрытые сажей. Ландыши – это цветок надежды. Говорят же, что в начале надежда умирает последней, в начале умирает человек, потом надежда. Это надежда. В первую очередь, если обратили внимание, у меня там все пропитано надеждой. Каждое мое произведение, оно пропитано надеждой. А война, она идет фоном, а больше идет... Мы говорим о людях, мы говорим о любви, мы говорим о надежде. Мы говорим о любви к близким, мы говорим о любви к родине, мы говорим о любви к тому месту, где мы родились. Поэтому, в принципе, ландыш для меня как символ, символ надежды. И ландыши в Грозном, сама повесть, она не закончилась счастливым концом, она закончилась очень печально. Но тот юноша, который остался, у него осталась надежда, что вот его судьбу не повторят другие соотечественники, жители, которые живут рядом. Когда я вернулся домой, действительно город было не узнать. В руинах, он был разрушен, как, впрочем, многие жизни. И вот мы как раз-таки дети поколения войны, так сказать, да, мы остались с памятью в старом городе. А вот новый город, восстановленный, заново родившийся, возродившийся, он уже больше вашего поколения, он для вас милее. А ввиду того, что в старом, довоенном Грозном наше детство прошло, естественно, он для нас милее. Я об этом и пишу. Действительно, надежда стала светом в темные времена для тысячи осиротевших детей. Ибрагим занимается благотворительной деятельностью. В какой-то период работал в детском приюте, где и познакомился с будущей хозяйкой дома Аминат. Мы продолжаем общаться с детьми, которые были у нас в приюте, которых мы вот с маленьких лет знаем. То есть очень теплые отношения. Благотворительность, Ибрагим, просто вот, можно сказать, на первом месте. Что на улице делаешь? Модели еще. А я думал, ты на работе. А у тебя запись на сколько была? 14:00, а пока не пришел. Понятно. Слушай, у нас в гостях слышно меня? Хорошо. У нас в гостях журналисты, они хотели с тобой пообщаться. Пообщаешься? Да, без проблем. Это самый главный пример в моей жизни. Лейла, я тебя. Я бы даже всем знакомым себе его пример ставлю. Но о нем везде, куда бы я ни поехал. Вот даже элементарно тут на работе, где я работаю, даже там рассказываю о нем. Потому что солнечно. Sayıda дозал тут. Тем более, то, что Цурило всегда. До него, конечно, далеко, но стараться можно, что он пережил. Ариби хоть и стеснялся, не мог не сказать, как он счастлив, что судьба познакомила его с таким человеком, как его отец. Эти слова исходили от сердца, полные уважения и благодарности. Когда ему было 10 лет, была благотворительная акция с жителями реабилитационного центра. Был каток, рыжий, наглый.
Вот, и так получилось, такая дружба получилась, и мы стали дружить. И дальше, ну, так случилось, так получилось. Он стал неотъемлемой частью семьи. Конечно, было все. Были и сложные моменты. Что-то он стал каким-то родным, близким. Он уже, когда заканчивал колледж, чем-то надо заниматься. Я говорю: Альберто, пора определиться уже. Ну, я говорю, ну, может быть, парикмахером, барбером. Он говорит: ой, давай. Я помню, он всегда хорошо рисовал. И вот у него получилось. Все дети Ибрагима разделяют жизненную позицию отца и стараются принимать в этом участие, посещая с ним различные мероприятия. И все хором утверждают, что его доброта – важнейшее человеческое качество. Я, например, даже мама в свое время говорит, что все в отца. Ну, прям все его повадки, все привычки я себе перенял. А вот младший, скорее всего, маму. Очень добрый и ответственный человек. Это самый лучший папа на свете. Он покупает мне на день рождения мои любимые печеньки. И что он тебе еще покупает? Все то, что захочу, и говорит: делай, что хочешь. Также у них есть общее увлечение – любовь к чтению. В их домашнюю библиотеку попадают только те книги, которые получили печать о прочтении. У каждого, у мальчика в комнатах сейчас будут книги без печати. Потом ставится печать, библиотека Хаидова, и потом только сюда попадает. На веранде я часто читаю, на веранде тоже есть книги. Прежде чем сюда попасть, они должны быть прочитаны, соответственно, работать. Но здесь в основном детские книги, то, чем увлекаются дети, это книги Амина, здесь в основном дефектология, логопедия, детская психология. Здесь полка с нашими литераторами, это все книги наших авторов. Вот, например, это уже те книги, которые уже с автографами. Вот Асланбек Тугузов подписал, Кунта Хаджи, тоже недавно была презентация. Это все в основном психиатрия, психология. Это к вопросу, как сказать, не сколько про личностный рост, а больше, как сказать, про приведение себя в порядок, что ли, самоустановление. Да, у нас, видите, менталитет народа такой, что там идти кому-то там рассказывать о своих проблемах. Да и, честно говоря, когда нужно было в себя собирать, и в принципе из чего и началось все мое творчество, с периода, когда тебе себя надо было собирать, тут уже, что называется, помоги себе сам, и уже пошел процесс, и уже действительно от этого никуда было не деться. В доме есть пространство, наполненное воспоминаниями, которые согревают сердце. Здесь он может почувствовать близость с теми, кого любит, но, к сожалению, так рано жизнь разделила их. Каждый раз, когда он смотрит на свои любимые вещи, ему вспоминаются моменты, проведенные с семьей, рассказы родителей. Не грусти, не печалься, о моя детка, остаются еще у тебя души. Еще я скажу и бессильно, и нежно, где руки виновата губами ловя. Не грусти, не печалься, матерь надежда, есть еще на земле у тебя сыновья. «Ландыши в Грозном» не просто книга о войне, а про людей, которые умеют любить в условиях войны. Мы поинтересовались у Ибрагима, есть ли еще какие-то темы и мотивы, которые он планирует исследовать в своих будущих работах. Здесь я создал все, этот островок. Это все, как было у нас до войны. Вот как было в доме у нас до войны, и вот все так и осталось. И здесь очень много есть вещей, которые напоминают мне о близких, о родных, напоминают мне о маме. То есть такие более теплые, потому что самая счастливая часть моего детства это был довоенный период. И здесь мы, конечно, потрудились не слабо. Здесь буфет,
я долго не мог найти, и мне же нужно было как-то это восстановить. И по каталогам, по фотографиям, я в памяти помню, а вот не помню названий, соответственно. И я вот потом это выяснил, что это Будапешт, Венгрия, по каталогам. И потом мы, когда узнали в антикварных лавках, сколько он стоит, насколько это все дорого, я говорю, господи, наверное, не сейчас. Потом случайно мы на Авито обнаружили, там у человека стояло в гараже, он даже бедно, наверное, и не знал, что он продает. Потом я звоню Руслану Чагаеву, Тамаре Чагаевой сыну. Я говорю, Руслан, как раз в Москве был. Я говорю, слушай, пожалуйста, надо забрать буфет. Он говорит, что он там запросил? 20. Он говорит, слушай, говорит, торговаться, Ибрагим, можно? Я говорю, Руслан, тебе можно все, главное, ты забери, хорошо упакуй и отправь. Он говорит, ну хорошо, Ибрагим, раз ты просишь. И Руслан бросил все свои дела. У него Москва, она все-таки это все не как у нас тут раз на соседнюю улицу или в конец города за 30 минут. Он все бросил, поехал, тут же в этот же день выкупил за 17, да. Потом это все увез на компанию транспортную, в двойную обрешетку это все загнал, потому что это все стекло, замки, это все 19 век, это все сохранилось именно с того периода, и это середина 19 века. И он все это в двойной обрешетке, и вот это все привезли. Это, конечно, было не в таком состоянии, как вы сейчас видите, далеко. И когда я это увидела, я говорю, что это, зачем это вообще? Рисунков не было видно, то есть липкое, все, несколько слоев лака, запах, все. Мы потом, когда уже все сделали, конечно, мне очень понравилось, но первоначальное впечатление было не такое. И вот такая вот красота у нас получилась. Посуда. Это моей мамы старшая сестра подарила моей маме, когда она замуж выходила, верхняя. И от нее посуда уже ко мне перешла. И истанка, как у нас называется, это тоже от прабабушки. Это прабабушка сама вручную, когда замуж выходила, они вручную шили. Она шила, привезла. И к маме, от мамы ко мне. Так передалось нам тоже. Ибрагим решил поделиться с нами своей новой работой «Поэма», которая имеет свою глубокую историю. У меня действительно, кажется, у меня мало времени, мне столько надо успеть сделать. А хочется успеть много, куча проектов, куча интересных идей. И постоянно я ищу что-то новое. И когда мне говорят, как ты успеваешь, я не знаю, так получается. И мне кажется, что больше страх, что я чего-то не успею сделать. И поэтому я как-то стараюсь больше зажимать свое время. И нужно время еще и уделить семье. Постоянно надо работать. И из последних работ я работал над поэмой Усман и Жохар. Джигит и годный сын Усман, надежда верных мусульман, он скачет из села в село, покуда солнце не зашло. Но конь устал, а вот родник. В воде прозрачной конь приник. Усман испил из рук своих, умыл лицо и видит их. Сидя в его уютном уголке, мы невольно стали восхищаться тем, как он, несмотря на испытания на своем жизненном пути, сохраняет оптимизм и стойкость. Каждый момент, который он пережил, только укрепил его дух и желание двигаться вперед. Создал прекрасную семью, окружил себя достойными людьми. Он пишет истории, которые касаются всего чеченского народа, стараясь сохранить и передать ее культурное наследие. Эти рассказы наполнены гордостью, отражая как радости, так и испытания, с которыми сталкивались чеченцы на протяжении веков.